Доллар архивный киахтыш. $10 серьезно, Хамдышан. Для умершего. Таким образом, полученные материалы отражают функционирование данного участка некрополя на протяжении длительного времени, как Вадим Ильич сказал, с 5 по 2 тысячелетие до нашей эры. Это позволяет рассматривать его не просто как совокупность отдельных погребений, а как стратифицированный комплекс с выраженной хронологической глубиной и внутренней структурой. Также в ходе данных работ были проведены антропологические, палеодемографические, палеопатологические, археозоологические исследования. Антропологические материалы демонстрируют присутствие всех полувозрастных категорий при заметном преобладании мужских индивидов. Данное соотношение может отражать особенности социальной структуры местных древних обществ. Палеодемографическая структура характеризуется высокой смертностью в возрастной группе от 20 до 40 лет, что соответствует периоду максимальной хозяйственной активности, а также значительной долей детских захоронений, что типично для древних популяций. Палеопатологические данные показывают нам выраженные дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата, что свидетельствует о высоких физических нагрузках. В совокупности антропологические данные позволяют реконструировать образ жизни населения как подвижный, связанный с интенсивной физической деятельностью, что хорошо согласуется с моделью пастушеского хозяйства. Археозоологический анализ, полученный в ходе данных работ, подтверждает данную интерпретацию. В составе остеологического материала доминирует мелкий рогатый скот при наличии крупного, что соответствует классической структуре стада в пастушеских обществах. При этом крупный рогатый скот, вероятно, играл важную роль не только как источник мяса, но и как тяговая сила. В присутствии в погребениях костей животных позволяет интерпретировать их как остатки как поминальных трапез или жертвоприношений, связанных с погребальным ритуалом. Дополнительным свидетельством ритуальной практики является присутствие альчиков, амулетов из диких животных, что указывает на развитую символическую систему. Материальная культура комплекса характеризуется разнообразием и высоким уровнем технологического исполнения. Допустим, керамика демонстрирует развитую орнаментацию и разнообразие форм, а металлические изделия были представлены как утилитарными предметами, так и украшениями. Важно отметить, что в материальной культуре эпохи бронзы прослеживается сочетание локальных традиций с элементами, имеющими аналогии как в Западном и Центральном Предкавказье, так и в Закавказье, а также в Передней Азии. Это касается связей, которые вы спрашивали. Это свидетельствует о включенности местного населения в систему широких межрегиональных контактов и культурных взаимодействий, что особенно важно в контексте обсуждения путей распространения технологий и идей в эпоху палеометалла.